Назира Айтбекова, эркектер акыйнек айтып отурасыңар менин көчүгүмдү тиктеп. Мындай пикирин алып баруучу актриса Назира Айтбекова жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Бизде азыр баатырлар, кыздар, айымдар, энелер, сиңдилер, эжелер, карындаштар, кыргыздын духу аялдарда эле калыптыр. Калганыңар акыйнек айтып отурасыңар менин көчүгүмдү тиктеп. Тээп чаап алгыла. Айзаданын өлүмүнө аялдар күйдү, эркектер кресло талашты деп жазды ал. Анжелика акыры депутаттык мандатты алды. Бишкек шаардык кеңештин депутаттыкка аттангандардын кээ биринин кубанычын таш капты. Мындай бурулуш кээ бир мандатка илинбей калгандар үчүн көктөн түшкөн кут сымал болуп калды. Буга чейин ырчы Анжелика мандатка илинбей калган. Балким бул жолу ырчынын маңдайына депутаттык мандат жазып койгон сыяктуу болуп калды. Азырынча эч кимиси бул тууралуу ачыктагысы келбей турган чагы. Жакындаганда Биздин эл партиясынын добушу жогоруласа, анда бул жолу Анжелика ырчы эмес депутат болуп калышы мүмкүн. Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава киргизского Минздрава нашли лекарство от коронавируса, настойку из сыкульского корня. Ну и здесь вы можете спросить меня, Илья, а что такое? Ну молодцы, какой-то волшебный сыкульский корень, где его уже купить? Постойте, друзья, здесь не все так однозначно. Оказывается, это ядовитое растение, известное как борец или аконит джунгарский. В нем содержится яд аконитин, один из самых сильных растительных ядов. Этот корень опасен как для человека, так и для животных. Им даже травят мух и тараканов. Но президента Киргизии все это, похоже, не смущает. Он утверждает, что с помощью иссык-кульского корня коронавирус на начальной стадии можно вылечить за день-два. Глава Минздрава его, конечно же, поддерживает и говорит, что борец веками применялся в Кыргызстане для лечения сахарного диабета, радикулита, бронхита и даже рака желудка. Ну, в принципе, логично, если у тебя желудка нет, то нету и рака. Вот, теперь они собрались этим ядовитым корнем лечить еще и коронавирус. Причем глава Минздрава не отрицает, что даже от одного глотка настойки человек может просто умереть. Ну, с другой стороны, мертвые тоже не болеют коронавирусом, и можно поправить немножечко статистику. По ее словам, чтобы не умереть, нужно хорошенечко подогреть настоечку, и тогда яд ни на кого не воздействует. Он даже выпил настойку, ну, если, конечно, это она, на камеру. В общем, в Средней Азии завелась своя Танзания с такими же интересными правителями. Единственное, как обычно, жалко людей. Непонятно, сколько помрет, употребляя просто яд. И вообще как-то странно, когда президент и глава Минздрава советуют людям принимать какие-то непроверенные лекарства. И ладно, это была какая-то пустышка гомеопатия, не знаю, там святая вода или еще что-то. Но они советуют принимать откровенный яд, от которого наверняка погибнет там не один человек. Это просто какой-то вопиющий пи***ц. И я даже не знаю, кто здесь должен вмешаться, чтобы этот остановить. Ну, вот, к сожалению, да, такие люди есть, и есть кто им верит, и я уверен, сейчас там появится множество последователей, которые будут глотать всякую дрянь, и потом помирать. Ну, а что поделаешь, да? Бог дал, Бог взял, а кому-то Бог не дал мозгов. Вот, очень грустная история. С другой стороны, я сразу вспоминаю, когда только начинался коронавирус, помните, были все эти разговоры конспирологов, да, что это богатые придумали специально, чтобы сократить население Земли. После того, как ты видишь, что в Киргизии предлагают лечить коронавирус ядом, я сам начинаю верить в эту конспирологию. Действительно, ведь богатые могли придумать коронавирус для того, чтобы сократить количество дураков на свете. Мне кажется, они спланировали то, что рано или поздно появится какой-нибудь президент Киргизии, который будет рекомендовать пить яд, и дураков на земле станет меньше. Что сказать? Хороший план.